квартира у нас 9. 9. Жительница Макаренко Татьяна Иосифовна. Макаренко. Так, значит, здесь у нас мы видим, что Слов нету. Раньше высота была 2,75, теперь метр с кепкой. Ну, потолок, да? ну конечно. Вот стенка держит. Вот сейчас вот туда зайдем, я вам покажу, как. Да. Лампочка сгорела, я даже лампочку не могу снять. Да. Надувается. А какого года? Это дом с 79-го года. Ну, это, в принципе, относительно... Ну, для деревянного, конечно, старый, да, он развалится, но... Третий квартал, они 63-го года, они намного 1000 раз лучше стоят, и их уже сносят. Да. А нас даже не думают сносить. Да. Вот эту стенку пни ногой, тут просто закрыто у меня, и я могу в 10-ю квартиру. 10-ю квартиру, да. Уйти в 10-ю квартиру. Ну, вот она мягко. Да, я вся осыпается там. Это просто ГВП у меня прибито, стомату эту. А так все валится. Вот, спасибо. Вот дверь даже, я закрыть дверь не могу. У меня дверь даже не закрыта. Как зимой жить с одной дверью? Холод. А дома холодно, кстати? Очень холодно. Это не то слово. У меня в обед летом приходили уже, по-моему, Да. да? 6 градусов было. Это летом. А зимой? А зимой вообще там, наверное, минус. Ну, мы зимой как-нибудь заедем, поснимаем там. Дедушка, пойдемте, корреспондент приехал. Пойдемте. Корреспондент приехал, пойдемте. А собака не укусит? Нет, нет, не бойтесь, вот там еще. Нет, сюда заходить не надо. Нет, нет, сюда дедушка, нет. Осторожно. Ага. Вот. Здравствуйте. Так, вот дедушка здесь живет, да? Да, вот стена, которую вот мы заходили к Татьяне Иосифовне. А, вот она. Из минуты на минуту сюда вывалится. А ну вот она говорит, что я могу ногой пробить. Да. А может даже рукой. Я покинула квартиру 5 лет и 7 месяцев. Вы покинули, имеется в виду... Сейчас поднимемся и увидим, увидите. То есть вы сейчас здесь не живете? Нет, не живу. То есть там потому что невозможно жить? Да, невозможно. Вот сейчас это увидите. Вот видите, каких... У вас удержно-выносная система, да? Ну, конечно. Видите? Холодно здесь. Ой, да вы что? Это вообще слов нету, замерзает. Значит, у него здесь потолок проваливается, да? Да. Дома холодно. Да, это не то слово, да? Афанасий Афанасьевич, корреспондент, он плохо слышит. Афанасий Афанасьевич, корреспондент Денис Николаевич спрашивает, как вам живется в этих условиях? Теперь ответьте, отвечайте. Ну просто вот так живу и все, куда деваться нельзя, вот постельное вот все, дом. Вам сколько лет? 70. 80-х пошел, ага. Вот соседка мне, Татьяна Иосифовна. Заходите, вот смотрите. Вот смотрите, что творится. Так, это у вас что? Это вот доски я забиваю. Это кому надо доски, чтобы дверь была закрыта. Забиваю, снимают доски. Ну, видать, ночуют тут или что делают? А кто здесь ночует? Ну, я откуда знаю, Денис Николаевич. Откуда знаю? А вы тут просто здесь... Вы когда съехали отсюда? 5 лет и 7 месяцев. Другого, а сейчас где живете? Вот сейчас временно на космонавтов. Ну, приехали, вы переехали по причине того, что жить здесь? Да, мне интересно к опекаемому ребенка, чтобы она не осталась под завалами. Да. А это вот видите тряпка, вот сейчас пойдем во двор, там посмотрите тряпка, вот это крышу разобрали. Вот у нас. Ну вы же по программе на снос стоите, да?
Ну, 25-й год. Но главное, что моя квартира была призвана 12 января в 16 году. Посмотрите, уважаемый Денис Николаевич. В 16 году. Да. У меня все документы. Вот смотрите, все. Видите, что? Да, видите, что творится? Все, да, прощай. Видите? Вот так. А в той квартире на Космонавтах вы как просто снимаете, да? Да, сиротские деньги шли. Сиротские. А сейчас, уважаемый Денис Николаевич, сейчас я хожу и побираюсь. Еду в порт, еду там, где баки, там, где люди живут, чиновники. Это, знаете, очень хорошо относятся люди. Вот 4 месяца в том году. В этом году я уже 2 раза ездила. Собираю. А вы, в смысле, как там, что вы там делаете в порту? А вот езжу по бакам, иду собрать. И вот люди выходят ко мне, там же люди-то чиновники, не тут, не на квартале, там же все выносят в баках, ну, аккуратно там ложат. Вот это. Работали раньше, да? Да, в войсковой части работала, ну, рабочим человеком, убирала полы. Да. У вас была работа, но по состоянию здоровья вы сейчас не могли работать? Ну, да. А пенсии у вас сколько? 16 850. 16 850, а ее хватает только на то, чтобы частично арендовать ту комнату, да? Да. И остальное на жизнь. Да. А вот еще и девочка под опекой. Девочка под опекой. Да, и вот 3 года с половиной мы жили там, тоже вот в этом адресе, Космонавта 2. И тогда шли сиротские деньги. И самое главное, я очень всегда читаю ваши статьи, всегда читаю, вы прямо молодцы, острые такие темы пишете, это все. Потом вам говорю, и Дежова знает об этом. Прокурор писала, чтоб окруженство выплатила вот эти деньги, которые вы за аренду платите, это все, на все закрывает глаза. На все. И вот был суд, и вот 3-й месяц пошел, и они мне предлагают квартиры, вы знаете, уважаемый Денис Николаевич, после криминала, после, ну вот таких, вы знаете, буйных таких, ну вы поняли, ага, зачем мне это надо, зачем мне и мои внучки, зачем это все надо, вот такие разбойничьи квартиры, зачем? Имеете в виду, как после криминала это какие? Ну, убийства туда-сюда, вам же это все известно. В смысле, имеется в виду, они просто даже там не привели их в порядок? Ну, понимаете, вот как они квартиры отбирают. Они же квартиры как отбирают? За долги отбирают. За долги. Так? Ну, так скажем. За долги, за антиморальное поведение, ну, по письмам заявления соседей, это тому подобное, понимаете? Зачем мне вот это? Я этот раз сказала, давайте мне квартиру, давайте мне под ключ квартиру, так? Он мне говорит, вы не попадаете на Рисвана, вы по суду у вас, так? А вот как будет снос, в 25 году, вот тогда только вы попадете под региональную программу. Стены отошли. Вот так вставала я, простите, вот так там они закрыли. Вот так прямо до локтя, вот видите, они забили тут, ага, когда это все, вот так до локтя рука. Я могла все оттуда достать. Вот. Бревна от потолка отошли. И вот, уважаемый Денис Николаевич, вот та же картина, вот ровно после этого, через год, видите, бревна от потолка отошли. Они просто ждут неминуемую трагедию, братскую могилу ждут, и все. Все развалится, да? Да, все. То есть по решению суда вам должны дать квартиру, да? Да, но они предлагают совершенно не те квартиры. Я не пойду. Простите меня, уважаемый Денис, я не пойду в такую квартиру, где был антихолоз был, но вы поняли меня. Я не пойду с ребенком. Ребенок в группе риска онкологии, у ребенка 2 порока сердца, астма и врожденная патология внутренних органов. Я не пойду туда с ребенком. Ну, то есть у вас решение судебного пристава есть, да? Да, у меня все. Ну, у меня, я же не тут. Пойдемте сейчас еще по дому. Давайте. А у вас где написано решение? Ну, дома, там. А в каком? Вот, напротив. Сейчас мы тут сходим, пойдемте. Ага. Вот
Вот видели, что? Вот. Вот так забиваю досками. Через неделю, через 2 приду, все, доски валяются. Вот видите, как год разобрана крыша. Вот. Так, она у нас разобрана. Это 3 января в том году. А в чем причина? Ну, хотели что-то стяжку делать или что там, не знаю. Ага. Она в итоге проваливается. Да, все. Кто? Наташа, это я. Что случилось? Заходите. Это корреспондент. Я же Даше говорила. Вот видите, насколько полы подняты? Это почему так? Ну, вот заходите, смотрите, что. Дом сел, полы совсем опустились. Топит, если не поднимать их, то они вообще тут вода стоит. Сейчас дожди начнутся и будет. Да, не то слово. Вы на Не, снос. у меня. На снос мы не идем. Вернее, в 25-м году, да? В 25-м? У нас нет в списках там до 25-го. Нам вот Лариса какое число? Лариса Ивановна, ну сказали 25-й год. 25-й Да. Сказал. Ну, у меня бумажка, и они же даже открыто говорят, что только в 25-м году снос. Ну, не знаю. Я в тот раз вон в этом инстаграме читала, до 25-го года у нас там близко нету. А, ну это они просто условно говорят. После Да. 25-го, видимо, да? А так Да, вообще... до 25-го нас нету там. Ну, врут. И говорят пока 25. Приблизительно, да? Вот. Значит, так примерно говорят, да? Да. Потом... Ну, вот видите, как мы живем. Вот потолок у меня вот. Вот, они просто, знаете, ждут братскую могилу. Все? Все, братскую могилу ждут. Сами же сказали, что дом под угрозой обрушения. Да. Расселяют. А есть заключение, да, что... У меня все документы, у меня. Есть? Да? Да. И комиссия КЧС, Бабинов этот, помните? Они нам предлагают маневренный фонд. 6 квадратов на человека. Ну что смеяться-то? И тоже в общежитии. И совсем барахлом переезжаете, мы типа будем делать ремонт. А Какой вы, ремонт? а вы собственники, да? Да, Я муниципальная у меня квартира. я собственник. Я не собираюсь отсюда съезжать в маневренный фонд. Ну как вы себе представляете?